Знание татарского языка дает возможность общаться со всеми представителями тюркских народов. Например, представителями башкирского народа, казахского, узбекского, киргизского, чувашского, якутского и так далее. Татарский язык, по сведениям ЮНЕСКО, стоит на 4-м месте в мире по своей стройности и логичности. В этом отношении он может быть использован как язык компьютера. Давайте рассмотрим особенности татарского языка. В чем отличие татарского языка от русского? Первая особенность состоит в том, что в татарском языке нет предлогов. Если в русском языке мы говорим с мамой, то в татарском языке мы будем говорить мама с. То есть предлог превращается в послелог. Он стоит после слова. Послелог, поэтому его называют. Если было в русском языке с мама, после него еще есть окончание ой, то когда мы переводим его на татарский язык, мама пишется без никаких изменений. То есть корень слова остается без изменений, к нему прибавляется послелог с. Мама с. По-татарски это будет звучать эни белен. С мамой эни белен переводится. Это первая особенность татарского языка. Второй особенностью татарского языка является то, что в татарском языке нет приставок. Если русское слово может начинаться как с приставки, так и с корня, то в татарском языке приставок как таковых вообще не существует. Каждое слово татарского языка, все слова татарского языка начинаются только с корня, к которому один за другим могут прибавляться разные суффиксы в зависимости от того, что мы хотим сказать. Потому что каждый суффикс имеет свое значение. Каждый суффикс прибавляется в определенной последовательности. Если мы прибавляем суффиксы существительных, в данный момент у нас возьмем, давайте, как пример, пусть будет существительное слово «китаб», то к нему прибавляться будут окончания в строгой последовательности. Мы не можем менять их местами. Сейчас объясню про каждый суффикс, что он означает. Суффикс «лар» переводится как множественное число. То есть было «китаб», стало «китаплар». Это переводится «книги». Была книга, стала книги. «Гыс» переводится как принадлежность, то есть чья книга, ваша книга. «Гыс» переводится «ваша». Если мы прибавим это к слову, получится «китаплара гыс» – «ваши книги». А «да» – это падежное окончание, падежный суффикс. Я прочитал это «в ваших книгах». Мы переводим, на татарском языке мы скажем «китапларыгызда». В ваших книгах, в русском языке мы говорим 3 словами. То же самое мы в татарском говорим одним словом «китапларыгызда». Потому что каждый суффикс имеет свое значение. Это значение, то, что это «в», это «ваше», это множественное число, а это корень. Китапларыгызда. И местами менять мы эти суффиксы не можем. Есть строгая последовательность. Сначала множественное число, потом принадлежность, а потом падежное окончание. Если нам нужно сказать просто «ваши книги», то мы просто падежное окончание убираем. Если нам нужно сказать просто в книгах, не обязательно в ваших, просто в любых книгах, то тогда получится «китапларда». То есть это можно убрать. А если нам нужно сказать в одной твоей или в вашей книге, в одной вашей книге, «китабыгызда» получится. «Лар» убрали, множественное число убрали. «Китабыгызда». А если нам нужно сказать просто в книге,
в одной простой книге, то тогда мы скажем китаб, но выберем уже та. Это то же самое, тот же самый суффикс. Мы просто убрали. Почему? Потому что китаб заканчивается на п. Это глухая согласная. И нам нужно выбрать глухой суффикс. Китабта. Но об этом подробнее еще в других видео расскажу. В данный момент нам нужно просто понять логику, как строится слово в татарском языке. Слово здесь строится путем нанизывания сравнительно, да, как бусинок. То есть нанизываем бусинки одну за другой на корень. Убрать корень мы не можем, не имеем права, потому что без корня слово просто-напросто существовать не может. А без суффиксов оно существовать сможет легко. Получится просто китаб, книга. Давайте рассмотрим сейчас пример на глаголах. Я убрала суффиксы существительных. У каждой части речи есть свои суффиксы. И возьму суффиксы глаголов. Рассмотрим на этом. Видите, к корню прибавилось аж 4 суффикса разных. Мы сейчас попробуем рассмотрим каждый суффикс по отдельности, что он означает. Возьмем корень, к примеру. Корень глагола бар – иди. Корень глагола в татарском языке отвечает на вопрос «что делай?» Повелительное наклонение, то есть «что делай?» Иди, бар. Если прибавим суффикс «ма», получится «барма», не иди. Если прибавим суффикс «д», который имеет значение прошедшего времени, «бармад», не ходил, получится. Если прибавим суффикс, который имеет значение того, что действие совершили вы, получится «бармадгс». Переводим это «вы не ходили». И если мы добавим сюда суффикс вопроса, получится «вы не ходили?» Вопросительная у нас получается уже интонация. В русском языке мы говорим вопросительные слова мы задаем либо с помощью вопросительных слов «кто что», либо с помощью интонаций. В татарском языке тоже есть вопросительные слова «кем нерсе», например, и также вопросительные интонации, но еще плюс к нему еще есть специальные вопросительные частички, суффиксы, вот они, м и м, их всего 2. Бармадгызмы. Вы не ходили? Если уберем, получится бармадгыз. Вы не ходили. Уже утвердительная интонация. И точно так же, как объясняла до этого, каждый из суффиксов можно убрать. Если уберу ма, получится бардгызм. Вы ходили, отрицание ушло. Если уберу м, то тогда получится просто вы ходили, бардгыз. Если гыз уберу, то получится барды, он ходил. А если это убрать, получится просто корень барды. Менять местами суффиксы тоже нельзя, потому что у каждого суффикса есть свое место в этом слове. Итак, подытоживая сказанное, подводя итог, можно сказать о том, что особенностью татарского языка является то, что у него нет предлогов, нет приставок, есть корень и суффиксы. Каждый суффикс имеет свое значение. И от того, какое значение имеет каждый из этих суффиксов, то есть из каких суффиксов это слово состоит, будет меняться значение и всего слова. Поэтому просто нужно быть внимательными, нужно смотреть, как построено слово, и знать каждый суффикс и что он означает. И думаю, что если вы будете иметь эти знания, будете изучать суффиксы,
то вам легко будет даваться чтение и понимание этого языка, так как вы уже сможете переводить слова, сможете уже переводить. Надеюсь, постаралась я вам объяснить доходчиво, надеюсь, у меня получилось. Если что-то непонятно, пожалуйста, напишите в комментариях, постараюсь ответить. И спасибо за внимание, до свидания.